Так, еще раз здравствуйте всем. Я думаю, мы потихонечку будем в таком субботнем расслабленном режиме, но начнем собираться. Я хочу, пока немножко все собираются, можете не спеша, я хочу немножечко рассказать об этом месте и проекте, благодаря которому у нас случилось сегодняшнее событие. Ну, во-первых, меня зовут Дмитрий Галсан, я куратор данного места. Наше место называется Центр креативных индустрий HubHub. Кто у нас впервые, здесь 2 этажа, свыше 20 мастерских, резидентов. Занимайте первые места, вам будет всем удобней. Александр Арамович, вот специально, по-моему, для вас. Или вот здесь. Вот. Сегодняшний вход на лекцию, меня попросили прямо специально это озвучить, вход свободный, но если кому-то прямо не терпится сделать донат, там есть специальная коробочка на станке, вы можете это осуществить, мы будем очень рады. Вот. Это была маленькая рекламная пауза, и вот кто не подписан на нас, можете подписаться, это наши соцсети, с одинаковым названием во всех соцсетях, и в YouTube, и в ВКонтакте, и во всех запрещенных и незапрещенных программах. Вот. Теперь, наш центр существует здесь с июня 2021 года, но мы работаем, делаем много-много разных активностей, начиная от простых мастер-классов, заканчивая большими проектами. И вот сейчас я вам хотел бы показать наш совместный проект, который уже длится 2-й год. Вот это проект создания нового бренда Сэну. Год назад мы познакомились с нашими уже, можно сказать, друзьями из госкорпорации ВПРФ. И благодаря их активной деятельной поддержке мы смогли сделать большое количество аудиоисторий про Улан-Удэ. Кто ездит в больших автобусах, в Волгобасах, вы можете увидеть наклейки, перейдя, и зайти на наш сайт и послушать свыше уже 130 историй не только про Улан-Удэ, но и про театр Байкал и про Национальный музей. Вот. Год назад мы работали в школах. Если кому-то будет интересно подробнее, можете зайти на нашем сайте, посмотреть, или в бумажном каталоге на черном стенде. Все остальное, все пройденное нами в прошлом году привело, так скажем, к продолжению проекта. Причем это довольно такой нетривиальный случай для корпорации ВПРФ. Это было, они честно признаются, что в их истории это был такой прецедент, когда они 2-й раз возвращаются в один и тот же город. Но нам в какой-то степени повезло. Это дало нам возможность работы со старейшими культурными институциями нашей республики. Вот здесь сидит коллектив Национального музея во главе под руководством Татьяны Анатольевны. Вот вместе мы с Татьяной Анатольевной и с театром Байкал перешли к проекту, который эволюционировал и стал называться Сэну ГЭР. Как вы знаете, это уже означает «Здравствуй, дом», и символизирует собой обретение новых домов театром Байкал и, конечно же, Национальным музеем. Вот. В рамках прошлогодней программы у нас, как вы, может быть, кто-то помнит, был целый ряд лекций. Вот я здесь вижу Александра Арамовича Качарова, который читал 3-ю лекцию в прошлогоднем цикле. И вот благодаря продолжению проекта у нас появилась возможность пригласить Сурманханду Дашнимаевну Сыртыпову, с которой вы познакомитесь чуть позже, и продолжить этот самый цикл лекций Сэну ЭРДМ. Но данный цикл сегодня называется «Хранитель традиций». Я думаю, что Татьяну Анатольевну мы попросим рассказать чуть-чуть подробнее про данный цикл. А сейчас я хочу показать небольшой ролик про дела минувшего и дела настоящего. В прошлом году мы проходили большой социокультурный проект, но в этом году акценты смещаются в сторону 2 объектов. Это здание Национального музея
и Республики Бурятия издание театра «Байкал». Мы, конечно, как театр «Байкал», мы очень рады, потому что мы полвека уже мы мечтаемся, может, больше, что у нас появится свой дом. И, наконец, эта наша мечта уже материализуется. Мы уже видим наш фундамент, первый этаж уже большой. И вот эта работа, написанная с горы Батарейной, и вот мы видим этот маленький островок, где течет красивая, прекрасная голубая Уда. Вот там будет построен наш новый дом, наш новый музей. Параллельно идет прекрасный проект «Сайнугыр». Гыр – это дом. Сайнугыр рассказывает о том, что же будет внутри музея, чем будет заниматься театр «Байкал» в этом новом прекрасном здании. И в течение года будет работать этот проект, который, в общем-то, будет создаваться и жителями Республики Бурятия, тоже жителями города Улан-Удэ. И Сайну – это именно та история, когда проект стал трамплином для других инициатив. И ни в одном из городов, из 14, про которые я вам сказал, не было такой истории, что мы на второй год заходили опять в город и опять что-то продолжали. Бурятия – приятное исключение. Вот, в общем, в рамках этого проекта у нас получилось, мне кажется, собрать все позитивные силы города. И говоря про позитивные силы города, я имею в виду в том числе и вас, всех неравнодушных к тем темам и к тем, так скажем, смыслам, ради которых мы все это делаем. Но сейчас я хотел бы пригласить на сцену Татьяну Анатольевну, да, за Бараноеву, директора Национального музея, сказать приветственное слово и все-таки еще раз сказать, что такое хранитель традиций. Потому что вчера была лекция Сагынханды Дышанимаевны в Музее истории. Спасибо, Дмитрий. Ну, вообще, конечно, уже там в этом ролике практически все было сказано о том, что один проект, который перетекает плавно из другого, это очень важно. То есть вот эта линия преемственности, которую мы, в принципе, все музейщики, скажем так, поддерживаем, когда мы изучаем какой-то процесс или истоки, изучаем наследие или храним наследие. Сейчас вот наступил, наверное, такой период, когда наследие, которое хранится и, скажем так, где-то далеко, там говорят, вот где-то вы, где-то там в фондах, где-то далеко, там где-то прячете. А вот через такой проект, как «Хранители традиций», через лектории, через воркшопы идет актуализация. То есть каждый, любой, в принципе, имеет возможность погрузиться, изучить и стать таким вот соисследователем наследия. Вот в этом плане спасибо Диме, что проект мы вместе, как говорится, создали, как бы изучали и понимали, что мы в каком направлении движемся. У нас будут еще буквально вот скоро презентации такого интересного проекта, о котором, наверное, очень понравится нашим туристам. Это будет представлена такая телефонная старая будка. Это такой будет проект, который будет стоять возле Музея истории. Это, помните, телефонные будки, и называться он будет там «Звонок», ну, я не знаю, там, в историю, да, вот, где можно прослушать такие невероятные аудиоистории, которые мы записывали с Бурят ФМ на протяжении вот прошлых нескольких месяцев. Я думаю, что это будет интересно. Это, с одной стороны, мы узнавать будем больше, и с другой стороны, мне кажется, важно, что все вы или там поколение помоложе, совсем молодые, вот они таким образом будут
знакомиться с нашей историей, с нашим художественным наследием и, самое главное, гордиться этим. Спасибо. Спасибо большое. А теперь я, конечно, хотел бы вас познакомить для тех, кто не был вчера. Это Сулумхандар Дашнимаян Сертыбова, доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института востоковедения с Рождественки 12, я уже знаю адрес. Вот, поэтому я с удовольствием передаю микрофон Сулумхандар Дашнимаян. Здравствуйте всем. Очень приятно вас видеть. Огромная благодарность, сразу говорю, организаторам. Это чудесное место, то, что оно возникло, мне невероятно нравится. Я давно смотрю, читаю и слежу за деятельностью вот, молодых творцов города Улан-Удэ, республики. И поэтому, конечно, у меня не было никакой возможности отказать, чтобы вот приехать в Улан-Удэ и рассказать, несмотря на достаточно плотный график. Но это для меня большая честь, это приглашение творческой молодежи в Бурятии, которых поддерживает все-таки правительственные структуры, вот, музей национальный, да, это очень важно. И просто это очень правильный такой тактический ход, когда не берите в голову, берите в руки и делайте свое дело, и все получится. Поэтому я желаю Хэп-Хаб и всем здесь творческим лабораториям, которые существуют в этом пространстве, успеха, продвижения, реализации своих идей, благоденствия, ну и всего самого доброго. Ну что, начнем? Итак, значит, просьба прозвучала со стороны организаторов рассказать о том, что такое бурят-монгол-зурак. Я знаю, что этот вопрос у вас уже давно поднимается, да? Я слушала, как вот Александр Арамович рассказывал на эту тему, Татьяна Анатольевна, все замечательно, но мне нужно что-то сказать свое, да? Если вы вчера, значит, слушали рассказ о Данабазаре, то, наверное, немножко понимаете мой подход. Так, ну, мне нужно видеть экран для того, чтобы я понимала, о чем я должна говорить. Итак, задача состоит в том, чтобы понять, вот что такое бурят-зурак в конце концов. Есть бурят-зурак, который отдельный от монгол-зурак, потому что все прекрасно знают, что есть такой термин, такое понятие, как монгол-зурак. Вот. Что такое монгол-зурак? Что при этом бурят-монгол-зурак? Откуда они возникли? Вообще, из чего возникает зурак? Да? Надо сказать, что вот наш регион настолько богат талантами и художниками, я просто каждый раз поражаюсь, приезжая и обнаруживая вот новые работы. В Монголии это какой-то совершеннейший клондайк, открывшийся вот в последние десятилетия. И вот ну, я убеждаюсь, что и в Бурятии тоже. Хотя, конечно, ситуация немножко другая, когда другая государственность, да, и вхождение в состав великого народа, великой нации, в которой буряты составляют меньшинство, конечно, всегда есть вопрос сохранения идентичности, вообще понимание, что мы, кто мы. Надо это сохранять или надо, может быть, ну как-то больше ассимилироваться и быть поближе вот к великим нациям. Вот это, я думаю, что такой вот коренной глубинный вопрос вот этого понятия, которое, в общем, мы, я так понимаю, не очень еще определились. И вот я сегодня буду говорить о своей точке зрения. Возможно, кто-то будет не согласен
или кто-то пойдет дальше, ну, я вам предлагаю дискуссию, если что, да? Но я думаю, я не буду зачитывать то, что у меня написано на этих слайдах. Кто-то будет почитывать в целом. Но для того, чтобы не терять, так сказать, канву мысли. Итак, для того, чтобы понять, есть вот это зерно национального искусства, а именно живописи, потому что Зурак — это рисунок, и стало быть, мы говорим именно о рисовании, потому что есть другие виды изобразительного искусства, пластическое, в конце концов, декоративно-прикладное, оформительское и так далее. И когда мы говорим о живописи, о рисовании вообще у монголов, культура которых основана на кочевом скотоводстве, соответственно, образ жизни, он диктует свои условия, определенные нормы и стандарты поведения. Наверное, нельзя обойтись вот без каких-то исторических экскурсов и заодно сказать о том, что живопись достаточно молодой вид искусства для монголов, для кочевников. Хотя разные изобразительные виды искусства, конечно, были свойственны. Вот, начиная там, с эпохи неолита, особенно в бронзовую эпоху, да, эти петроглифы и так далее, мы никогда не можем оставить их за бортом нашего внимания, потому что это самые древние образцы изобразительности. И когда мы говорим, есть у нас стиль или нет у нас стиля, мы должны определиться, что такое стиль, что мы понимаем под этим словом стиль. Итак, стиль — это структурное единство образной системы и приемов художественного выражения. Вот если есть и то, и другое, и их единство, значит, можно говорить, что стиль есть. Как правило, зарождение и отмирание определенного стиля является откликом на происходящие глобальные социально-экономические изменения. Вот мы знаем о таком великом явлении, как скифо-сибирский стиль, который оказал невероятно сильное влияние на все последующие эпохи. Зарождение и формирование стиля, оно всегда связано с какими-то вот коренными либо изменениями, либо с формированием общественного сознания, способов, опять же, жизнеобеспечения. Все это очень тесно связано. В данном случае это все покоится на таких видах традиционного жизнеобеспечения, как кочевое скотоводство и, конечно, охотничество. Так вот, скифо-сибирский звериный стиль, он характерен своим зооморфным характером, вот, зооморфностью, да? Об этом писали многие ученые, и, в общем, понятно, что эти памятники, находящиеся и постоянно обнаруживаемые на территории Центральной Азии, вот на территории Монголии, то есть на территории обитания, конечно, не могут не влиять на то, что создают дарханы, мастера, живущие на этой территории, потому что это непременно дает повод для редупликации этих образов. Нужно определить главные стили образующие или стили формирующие факторы. И когда мы говорим вот от этих ранних видах образов, это идет речь об источниках иконографии, из чего образуется, создается вот тот облик, который творит художник, каждый в свое время, в своей ситуации. Это какие-то источники, уже существующие образцы, да, исторические. Материал, естественно, он диктует технологии, уже подход, знание
фактуры материала, его свойств и так далее. Потому что, сами понимаете, великая разница работать с тканью, с шелком, либо с камнем и деревом. И естественно, что это порождает определенные особенности в каждом виде деятельности. Эстетические предпочтения, наверное, самый важный, кроме материального. Значит, вот у нас есть вот такое понимание красоты, что мы считаем красивым. Потому что человек, живущий в юрте и ведущий кочевой образ жизни, который вынужден очень часто передвигаться и все свое имущество быстренько складывать и перевозить, у него одно понятие. Человек, живущий в городе, в крепости, в лесу или в степи, или в пустыне, у них у всех свое понимание красоты. Наверное, вы прекрасно знаете, что люди, рожденные в степи, очень неуютно себя чувствуют в горах. В то же время горцы, попадая в другую ситуацию, безмерно скучают по горам. И вот эти лики природы, которые человек видит с пеленок, да, начиная учиться ходить, взрослея и уже умирая на склоне своей жизни, конечно, влияют на понимание того, что он считает прекрасным, потому что обычно красивым считают то, что привычно и удобно, да? И не всегда человек способен воспринимать какие-то паттерны, скажем, свойственные для другого народа, для другой ситуации. Декоративная трактовка, конечно, всегда зависит от местных художественных традиций, которые уже сформировались, и они естественным образом вот создают какую-то атмосферу. Выбор изобразительных приемов. Вот это основные понятия, которые мы должны немножко рассмотреть и понять на этой основе, все-таки есть монгольский стиль изобразительности. Как и когда он возник, и вот есть ли свой стиль у бурят. Можем ли назвать то, что делают буряты, бурятским стилем, или это нет, не так? Вот давайте попробуем разобраться. Опс, кажется, я не туда нажала. Итак, источники иконографии. Мы говорим о монгольском стиле, потому что все-таки буряты — это ответвление монгольского этноса, и мы никуда не можем от этого деться. Художественные традиции кочевников Центральной Азии, вот то, что я уже говорила, исторические памятники, то, что всегда на глазах, петроглифы или писаница, вот у нас на русском языке археологи называют обычно. Очень важным, как оказалось, такие предметы, как тамги. Да? Тамги для скотоводов имели очень важное значение, и, собственно говоря, каждый хозяин должен был иметь свое тавро для того, чтобы метить скот, если вдруг они перепутаются с другим хозяином. И, кроме того, эти тамги или тавро стали использоваться и для разметки территорий, как оказалось, потому что мы их находим среди писаниц на скалах, да, на горах и так далее. Вот. Ну и понятно, что вот любая печать, которая существует сегодня, которыми мы пользуемся, организации всякие, личные печати и так далее, это восходит вот именно к архетипу тамги. Тамги — знак собственности, который изначально использовали вот скотоводы. Оленные камни — очень древние виды памятников, но это древний тюркский период и вот, наверное, бронзовая эпоха. Их невероятное множество на территории Монголии, и даже они есть и на территории Забайкалья. Прекрасно знаете, кто был в Тамчинском Дацане, да, там установлен этот оленный камень. Очень много встречается. Ну, то есть изображение на оленных камнях, вот этот образ, который постоянно встречается, и все-таки он всегда оставляет какой-то отпечаток сознания. Балбалы, каменные изваяния, у нас они редко встречаются, но на западной части
Монголии и вот в тюркском мире, потому что это эпоха тюркских государств, их очень много, но их такие реминисценции уже монгольского периода, вот периода монгольской эпохи, они тоже есть по территории Монголии. Встречаются такие изваяния, которые, собственно говоря, монгольских ханов изображают. Ковровый орнамент, шитье и стежка по войлоку. Самый такой обиходный предмет, который всегда есть в любой юрте, потому что на них спали, на них сидели, ими укрывались, кошма или вот войлочный ковер, его украшали и одновременно укрепляли способом стежки. И есть очень большое подозрение, что вообще живопись у монголов, у кочевников, она появилась под очень сильным влиянием именно шитья, вот вышивания ковра. Это такие первые как бы изобразительные памятники, сотворенные вот руками мастеров. Ну и, конечно, природа, местная фауна и флора – это образцы красоты. И, конечно, как охотник, так и кочевник прекрасным считает вот тех зверей, на которых он охотится, тех животных, за которыми он ухаживает, пестует, кормит их, поет, как они выглядят, какова их грация, каковы их повадки. Вот это, конечно, очень привычно, свойственно монголам. На сегодня кажется, что олень не настолько важное животное, да, в жизни вот, кочевников, даже сегодняшних кочевников. Но когда мы смотрим на ковры, вот, на оленные камни, на находки археологические из разных достаточно древних захоронений, мы вот находим такой вот специфичный узор, да, который, собственно говоря, очень становится понятен, если мы поставим вот изображение стада, вот эти рога, вы сразу поймете, откуда растут ножки у этого ковра, да? И оленные камни, вот эти изображения, это была вообще татуировка воина. И олень, как первопредок, да, древний мифический, мифологический предок, был образцом грации, да, вообще, наверное, мироздания, потому что мифический олень, он считался вот тем животным, которое приносит жизнь на землю, да, вот душу человека. И с оленем же эта душа уходит в иной мир. Благородный олень, его очень мало осталось сейчас на территории Бурятии, он не обитает, насколько я знаю, а на территории Монголии еще есть небольшие ареалы, в которых он водится. Понятно, что под давлением вот, человеческой популяции это значение оленя сократилось, но тем не менее вот след его сохранился, и его образ, он живет. Еще один формант, из которых часто вот образуется рисунок. Монголы его называют ивр, ну, буряты тоже называют ивр, это рог, да? Рог какого животного? Вот архара, дикого козла или дикого барана? Потому что вот если мы поставим вот так вот, вот это изображение живого, как они в природе, и изображения наскальные, которые обнаруживаются, писаницы, да, древние бронзовые эпохи и эпохи неолита. Вот, пожалуйста, вот он, этот формант, который возникает из рог. Из рог этого дикого животного. Ну, поначалу он был, конечно,
для охотника диким животным, которые он добывал. Но тем не менее, любование красотой, оно было свойственно. Я думаю, что когда вы видите вот эти изображения, то вы понимаете, насколько вот какая-то невероятная гармония, да? Природная гармония передана. Вот этот вот бронзовый маленький маленькая фигурка головы дикого барана, она хранится в частной коллекции. И вы видите, что это вполне ложится в такие математические спирали. Да? Спираль Архимеда, которая равномерная, и спираль Фибоначчи, движение с ускорением. То есть либо равномерное движение, либо движение с ускорением. А движение – это очень важно для кочевника, потому что кочевник всегда говорит, жизнь – это движение, и движение – это жизнь. Потому что в статичности все замирает. Ну вот, еще раз поподробнее посмотрим на оленя, у которого не просто завитушки рог, вот, откинутых за спиной, а молодые панты, да, когда рог только сформировался, и еще мягкий, в такой бархатной своей кожурке. Вот такой возникает облик. Если мы посмотрим голову оленя, вот его рожки панты и его глаз. Вот эти форманты, которые у нас будут постоянно редуплицироваться во всех изобразительных предметах кочевников. Например, вот этот верхний третий рисунок, это изображение на погребальной доске, на крышке погребальной доски какого-то знатного хунусского правителя. А следующий узор тоже вы видите, что архетип сразу заметен, что это рога. Ну, правда, рога это не оленя, а вот архара, да? Это элемент узора, одежда, украшающий халат эпохи Юань, то есть 13-14 век. Ниже вы смотрите, что этот же самый формант создает узор, да, украшение Будд Занабазара. Это уже 17 век. Но архетип, вот этот рисунок сохраняется, и вы видите, что вот этот дивный узор создается из этих элементов. Ну, это вот элемент трона, тоже работает Занабазара. Напомню вам, вот мы говорили о коврах, что однако вот ковры были очень-очень важным моментом для создания вообще такой рисованной изобразительности. Очень известный памятник, да, этот ковер из Ноинула, он хранится в Эрмитаже. В последнее время говорят, что половину его отрезали и отдали монголам, потому что монголы претендуют на свое наследие. Не отдали. Ну ладно, хорошо, значит, ковер остался целым. И вот, значит, что из себя представляет ковер? Вы видите те же самые спиральки посередине, да? Они занимают основное поле. А окружают вот этот бордюр, окружают изображения животных, ну, которые обычно вот исследователи называют сцены терзания. Это хищник, терзающий антилопу, оленя, то есть какое-то копытное животное, травоядное, а его терзает хищник. То есть единство и борьба противоречий. Одно является пищевой базой для другого. И между ними вот изображение древа жизни. Древо жизни. Почему тут эти спирали? Мы еще вернемся к этому. Ну вот Сахатова, да, терзает гриф. Здесь тоже встречаются лошади и так далее.
Еще раз посмотрим на варианты стеганого ковра. Сегодня для нас он стал совершенно неактуальным, потому что есть масса всяких других синтетических и несинтетических, персидских, тибетских ковров, шерстяных и так далее. Но когда-то вот именно войлочный ковер был тем покрытием, которое обеспечивало тепло, удобство и уют для его обладателя. Как правило, стежка тоже достаточно типичная. Первый вы видите, это стежка вот того ковра из Наинулы, которому 2000 лет, потому что это хунусская эпоха, да? Хунусская эпоха на рубеже нашей эры. Дальше вы видите вот на желтом фоне, наверное, вы узнаете, что это рисунок, созданный известным бурятским художником Лупсандаржиевым. Мы еще о нем поговорим позже. А по бокам это современные работы художников или, скорее, ремесленников, которые делают вот эти стеганые коврики в Монголии. Ну и вот изображение, в данном случае это тувинская юрта, она, видите, вся устлана, да, именно такими коврами, которые украшены. Но это не просто украшение, оно утилитарно. Вот эта стежка имеет вполне утилитарное, потому что это продлевает срок жизни для ковра. Он становится более прочным. Ну и, конечно, если его сделать красивым, он еще и будет красивым. Мы говорили, что источником иконографии или теми образцами, которые становятся элементами живописи, флора и фауна. Ну, о фауне мы немножко сказали. Вот у нас этот дикий баран, дикий козел, олень с их рогами. При этом рог выступает как видоопределяющее изображение, да? То есть достаточно изобразить рог, чтобы мы понимали, какое это животное. Чуть позже мы еще к этому вернемся, что это значит. Ну, теперь о растительности. Да? Те цветы, которые растут именно на нашей территории, в наших условиях резко континентального климата, они вам тоже все известны, и вы увидите, что именно эти растения, цветы именно этих растений, они входят вот в изобразительную канву монголов и бурят в том числе. Ну, название миндаль, это дикий абрикос и так далее, вот эти цветы, я думаю, нет нужды перечислять, если кому-то интересно, вот там есть все в описании. Вот монгольская скульптура Занабазара 17 века. Если мы тоже начнем разбирать морфологические составляющие вот, декора и элементов, создающих вот этот лик, образ произведения, тоже, в общем, повторяет, редуплицирует именно эти растения, которые произрастают на нашей территории, то, что художник, творец видит перед глазами и находит их прекрасными, и затем вот вносит вот этот образ, вносит в свое произведение. Это исторические элементы эпохи Хунну и эпохи Юань, а также вот нижний ряд – это творение Занабазара. Вот элементы, создающие, допустим, вот первый цветок – это цветочек в ожерелье Будды, да? В ожерелье Будды. Вы видите, что элементы очень простые, формы очень простые. Это кругленькие, либо это горошинки, либо это круги, либо это кольца, либо это спирали, и опять же вот форма рогов, да? Рогов оленя или дикого барана и дикого козла.
даже украшения вот, ювелирные эпохи Хунну, вот 2000-летней давности, вы видите, что вот тот же архетип и то же самое движение, да, то же самое движение спирали. Спирали, если это одиночная спираль, то это спираль. Если это спираль, которая восходит, а потом наоборот затухает, то это вот форма буквы S. Вот S-образный вот такой элемент, он невероятно типичен для вот, формы образования всех художественных. Ну вот покрупнее, вы видите, колье Будда Амитабхи, как оно очень гармонично вписывается, потому что архетип, вот эта основа, формальная основа, она одна и та же, очень древняя и очень автохтонная, то есть местного происхождения. Если мы будем рассматривать божества других стран, других регионов, там совершенно другие украшения, совершенно другие формы, сложные, перемежающиеся и так далее. И только у Дзенобазара мы видим очень простые, лаконичные элементы, где кроме шара, круга, кольца и спирали практически нет ничего. И вот это многообразие, если вы видели вчера образцы произведений Дзенобазара, вот дает такое роскошное богатство, да? Как можно играть просто шариками, просто спиральками, просто кольцами. Вот, меняя их форму, меняя их сочетание, можно создавать невероятное, просто волшебное богатство красоты. Итак, вот на примере того, как выглядит, скажем, суккуленты, да, засухоустойчивые растения, и как вот троны, лотосовые троны Дзенобазара похожи не на те лотосы, которые очень редки в нашей ситуации, да? Они, конечно, есть, но это очень редкое явление, лотос. Там же нужен водоем, там нужны достаточно теплые такие условия, микроклимат свой. А суккуленты, пожалуйста, ну чем вам не лотос, чем вам не трон для божества? Вот такие листочки, когда есть вариант вот другого трона, да, с такими вот фистончиками, лепестки лотоса изображаются, тоже есть такое растение, из которого можно слагать совершенно прекрасный лотос. Ну вот, спираль, скрученность, округлость. К пониманию красоты кочевникам. Что для кочевника красиво? Вот монгол никогда не сочтет красивым какую-то вещь хрупкую, да? Хрупкую, такую тоненькую, угловатую. Для традиционного скотовода-кочевника красивое, когда кругленькая, гладкая, отточенная, не имеющая никаких зазубрин, очень гладкая. Потому что это практично прежде всего. Потому что при кочевке вот эти острые края не будут задевать кожаные мешки тулумы, и это будет безопасно. Вот. То есть вот этот вопрос эстетики и утилитарности настолько вот тесно связан с пониманием красоты, а именно вот с этой точки зрения. Итак, мы опять рассматриваем археологические памятники. В данном случае вот верхний ряд – это вот три первых, это находки, золотые бляшки, нашивки на одежду царских персон. Вы видите, что это изображение животных из Аржан-2. Тувинские курганы были раскопаны, и совершенно фантастические по богатству, по содержанию вот, были открыты древние гробницы, которые датируются 8-7 веком до нашей эры. То есть это эпоха скифов, поэтому
это относят вот к скифо-сибирскому стилю. И вот эта скрученность, округлость, замкнутость линий, чистота линий – один из признаков скифо-сибирского звериного стиля, при том, что есть изображение зверя, как правило, дикого зверя, да? Потому что это эпоха преобладания охотнической культуры. Но и вот эта вот скрученность, да, и гладкость, округлость, она всегда присутствует, потому что, опять же, мы возвращаемся к рисункам на нашем ковре, где идет борьба млекопитающих, травоядных и хищников. Такие же кольца мы находим и вот на каменных писаницах. Итак, вот этот рог, о котором мы уже говорили, в своем графическом начертании дает вот такую спиральку, очень простенькую, да? Ну, закорючка. Археологи в своих работах часто называют запятообразный там знак и так далее, да? Закорючка. Ну, такая вот, как бы начало спиральки, как раз той самой спиральки, которая соответствует спирали Фибоначчи, да, или графику ускоренного движения. Это график развития. Ну, на примере, вот опять же, произведения Дзенобазара, вот это изображение скульптурное совершенно спокойно можно заменить любым его живописным. Я просто что-то не могла найти тонка, на которой у меня точно так же вот эта вот спираль Фибоначчи или график золотого сечения изображен на живописном произведении, но абсолютно так же, вот, что детали, да, что вот в целом общий абрис, контур, вот, все вписывается вот именно в этот график. Не думаю, что Дзенобазар был знаком с числовой теорией Фибоначчи. Не думаю, что он до такой степени изучал европейскую культуру в XVII веке. Но это знание вот этой законодательной линии жизни, да, или спирали развития, ускорения движения, она была просто его внутренним знанием законов жизни в степях и лесах Монголии, Центральной Азии. Ну вот вы видите, как вот эти вот все элементы у нас в конце концов стекаются с двум видом спиралей. Верхняя спираль Фибоначчи ускоренного движения, а нижняя спираль, обычно ее математики называют спираль Архимеда или спираль равномерного движения. Это ну, давайте ближе к теме, к нашей, да. Что мы называем, наконец-то, Мангулзурак? Живописная традиция крупных панорамных изображений, совмещающих в одном пространстве множество сюжетов, сцен, персонажей из жизни, быта, сказаний, эпоса, истории кочевников. Именно такого рода картины в монгольской традиции принято называть Монгулзурак. И самые известные образцы таких произведений были созданы знаменитыми художниками Марзан или Балдугиншеров. Марзан это пересмешник, да, такой озорник означает буквально. И художник чуть более позднего времени, вот он в 91 году только умер, Дамдин Сурен был замечательный художник, который в молодости был художником, как сказать, в буддийском монастыре. Вот у него была немножко такая школа. Ну и вот эта же традиция таких панорамных больших картин, в котором очень много персонажей, там, животных, людей, всяких разных природных каких-то зарисовочек и архитектурных присутствует. Вот эта традиция, она сохраняется у монголов.
знаменитая картина «Один день Монголии». Это большое полотно 176 на 136 сантиметров. Оно нарисовано на коже минеральными красками и считается одним из таких шедевров монгольской изобразительности. И если мы посмотрим более подробно, скажем, да, на что же на ней изображено «Один день Монголии», мы увидим, что это бытовые сценки вот абсолютно всех проявлений жизни и смерти у монголов. Вот. Там вот на этой картине, например, где юрта, там, видимо, приехал торговец тканями, да? Люди понабежали, рассматривают ткани. Внизу какие-то кочевки, кто-то там писает, какает, кто-то там сексом занимается, кто-то собирает аргал. Вот на той, так, что там у нас на этой, шаман вот камлает, да? То есть вот эти вот клеточки этой картины, они изображают разные аспекты, и в целом это как бы действительно такой панорамный взгляд на всю Монголию. Кто чем занят? А заняты все бытовухой, обеспечением там корма своего, воспитанием детей, там ссорами, скандалами. В общем, кто что. Вот верблюдица, например, ожеребилась, да? Там прикочевали только, юрту ставят и так далее. Вот мирные такие сценки, изображенные все в одном размере, без всякой перспективы, там, удаления, приближения и так далее. Они как бы все живут в одном пространстве, в одномерном таком, и совершенно мирно сосуществуют. Дамдин Сурен, вот еще один художник, который в основном рисовал на буддийские темы. У него тоже вот такие панорамные картины, но они чаще всего у него тематически обозначены более узко. Да? Вот это называется Майдер Хорал в Хуре, то есть столицы Монголии того времени, хотя он рисовал уже в советское время, но относил как бы события, происходящие на его полотнах, ко времени более раннему. Вот. Если присмотреться к этим маленьким деталькам, видно, насколько тонко все прорисовано, каждая фигурка, каждая деталька очень хорошо, несмотря вот на мелкость масштаба, прорисованы очень четко. И вдали вот панорама самого города, вы видите, что там, видимо, Ганден изображен. Держготов — это вот современный, вы видите, пример вот этого современного воплощения такого типа картины панорамных изображений бытовой жизни монголов, Манзушрин Хит. Но он тоже это относит вот 2023 года картины, да, а Манзушрин Хит на сегодня он разрушен, он находится к западу, к югу от Улан-Батора, там километров 7, совсем недалеко, по другую сторону от рогов Багдоулы. А то, что у него нарисовано, это вот воссоздание картинки того времени, когда он еще был вполне себе функционален. Вот замечательный молодой художник Пурв Сурен, невероятно яркий художник, у него очень много в разном стиле он работает, но в том числе вот именно вот в традиционной манере создания Манглзурак. Вот это полотно, оно тоже огромного размера, там 3,5 метра на 1,5, да, и это историческая, опять же, это отсылка к историческому прошлому Монголии. Да, вот надо сказать, что вот его же работы, они уже не в стиле Манглзурак. Вы видите, они немножко такие, ну, современного арт-искусства, да? Но тем не менее, вот эта образность заимствована из эпохи Хуну. Вот там вот бронзовые фигурки вы видите наверху, да? То есть это послужили для него источником его иконографии, созданной уже на полотне вот в современные дни.
западные исследователи обычно говорят, что вот это монгол-зурак вот такого типа, оно очень похоже. Есть такие аналоги и у европейских, например, голландцев, да, Питера Брейгеля-старшего, это очень тоже известная картина «Охотники на снегу», когда там каток, дети, и вдали, в общем, очень много мелких деталей такой бытовой ситуации. И еще, конечно, Босха нельзя не вспомнить, потому что какая-то гротескность, которая, например, у Манзанширава присутствует, да, он такой, не зря его называли пересмешник, потому что он и рисовал с огромным юмором. Вот все его там персонажи, которые какими-то непотребными делами занимаются втихаря, они изображены с огромной долей не только гротеска, но такого юмора, да. И вот для Босха он, конечно, был христианский мастер, писал на христианские там темы, скажем, вот этот сад земных наслаждений, вот все безобразия, которые творятся на земле, триптих. Ну, это как бы аналоги, а мы не можем не сказать о том, что к монгол-зурак также относят всегда создание узоров. Почему вот такая близость вот этих двух сюжетов, двух как бы немножко разных по характеру типов создания изобразительного произведения, мы к этому еще придем. Итак, вот и знаменитый монгольский художник Манибадр, его наследие просто очень огромно. И вот мне повезло увидеть его прямо, можно сказать, персональную выставку в этой галерее, которая горела. Да? Ну, то, что сохранилось, вот было выставлено. И какие-то вещи. Он создавал узоры и просто как узор сам по себе, да? Узор сам по себе, и для таких вполне себе хозяйственных вещей, там фляжка какая-то, да? Роспись, конечно же, роспись вот этих шкафчиков, сундуков монгольских, всяких разных декоров для храмов и так далее. Вот такая его монументальная картина, живописная и как бы вообще ни разу не узор, да? Но тем не менее, вот если мы приблизим в масштабном увеличении вот эти облака, эта картина была восстановлена, реставрирована не так давно. Я уже сказала, что галерея горела, да, и многие картины пострадали. Вот эту картину удалось восстановить, и это как образец вот реставрации был представлен. Посмотрите, какие, вот небо какое, сочетание цветов, и из чего формируются эти облачка. Видите, да, что это те же самые запятаеобразные, ружкообразные, такие кучеряшки, из которых состоят облака небеса. Можно сказать, наш бурятский Манибадр, Лупсандаржиев, он вам всем известен. Я знаю, что все ремесленники прямо держат на столе издания альбомов Лупсандаржиевича. Ну, у него есть и, кроме массы узоров, есть и такие живописные картины, которые, тем не менее, все равно содержат тот же самый формат, в основном тот же самый формат, да, запятаеобразный, вот этот вот спиралеобразный элемент. Ну вот «Восход солнца», картина, очень излюбленный сюжет да, Дугар Зайсен, спасибо, Татьяна Анатольевна. Дугар Зайсен, побарывающий тигра. И вот это вот зеленый жеребенок, да, волшебный жеребенок, который, на котором приезжает у нас Будда Майтрея, да? Он живет в волшебной стране Тушити.
и может преодолевать в одно мгновение невероятно огромное расстояние. Опять же, если мы присмотримся, из чего состоят картины Лапсандаржиева. Видите, да? Основной формат, вот тот же самый завиток. Спиралька такая, спиралька поменьше, спиралька побольше, вот такого цвета, другого цвета, так повернуто, так повернуто. И, пожалуйста, вот полноценная картина. Следующий автор, художник бурятский, о котором хочется здесь сказать, Цыринам Жина Чиров. Я хочу сказать, что вот, очень много просмотрела, конечно, работ бурятских современных художников и более ранних, вот, периода соцреализма, и поняла, что вот наличие школы, оно очень сильно размывает такой генетический национальный код, да, который природный код. Поэтому, наверное, пришлось взять таких художников, которые не имели академического художественного образования, их, значит, насильно не приучали к определенным стандартам рисования, к совершенно другим подходам, совершенно к другим технологиям. Они просто рисовали от сердца, да? Так, как карта лежит, да? Как рука пойдет. Самородки, рисующие от души, без насаждения вот той интеллектуальной нагрузки, того багажа из других культур, из других каких-то сфер информационных. Вот они самородки, которым хочется вот выразить то, что у них на душе, показать красоту вот своими пальчиками. Вот эта красота, которая стекает с их пальчиков, не испорченных ни давлением буддийской традиции, которая тоже была достаточно жесткая. Там настолько жесткие рамки, что такому заурядному художнику практически невозможно выскочить за эти рамки, да? И он вынужден творить согласно трафаретам. И совершенно вот уникальный, наверное, случай, когда Дзанабазар, оставаясь в жесточайших рамках, вот, сумел создать такой невероятно узнаваемый собственный стиль, который повторить даже никто не может. Вот, масса учеников, но их произведения, они становятся репликой, но не становятся шедеврами уровня Дзанабазара. Вот это величайшая загадка Творца, конечно. Ну, давайте вернемся к Цыринамжилу Ачирову. Он, в общем-то, наш современник, но его видение мира, вот благодаря тому, что ему не насадили стандарты вот, академической живописи, да, или буддийской живописи, он был учителем, школьным учителем, самоучкой, который пришел немножко рисовать, вот Дом народного творчества у нас был. Вот. Там что-то ему показали, какие-то приемы, что-то такое, да, показали путь, по которому можно вот, свои произведения показать людям. И действительно он имел невероятный успех вне бурятской среды. Вот когда он выехал в западные регионы России, там его работы просто расхватывали, потому что вот душа, вот эта непосредственность, вот эта живость, то, что дает своеобразие, неповторимость, да, она у него очень ярко выражена. И посмотрим на его работы. Вот мы знаем, что у него не было таких больших полотен, он график, да? Он рисовал там гуашью, там, пером каким-то на бумаге, часто ему бумаги не хватало, поэтому они иногда разноразмерны, но он как бы создавал
такую живописную картинку своего мира. И вы знаете, что он делал такие рукописные книжки, да? А величайшая вот его милость к нам уже зрителям такого опосредованного через время, то, что он подписывал свои работы, что нам не нужно гадать, как это и что. То есть это такая живописная, графическая летопись, сопровожденная короткими комментариями самого автора. Там, значит, катание войлока, да? Здесь вот Хазарар Дабалдана, 1981 год. Это вообще-то совсем недавно, да? Ну, я, конечно, рассуждаю с высоты своего возраста. Я понимаю, что многие из вас еще не родились в это время. Ну, и вот он подписывает, например, здесь, вот так производилась перевозка, а там наверху он пишет: все перевозилось на конях. Так, таковыми возили через хребет в Баду, Хилок и в Читу вплоть до 30-х годов. Вот такие совершенно какие-то милые вещи. Мырген, кроме того, что вот он зарисовки такие бытовые делает, да, иногда он делает экскурсы в эпос, в историю, которая была до него, как он представлял себе, при этом также сопровождать. Они могли и так выглядеть, например, в эпоху Хуну, да? Ну вот «Мальчик с быком», там эпический герой Мырген с луком, а тут, собственно, ну, он мог жить, им мог быть сам Ачиров, да, вот, в своем детстве, ведет быка. Старик на лоне природы, 82-го года обозначено. И вот я специально вам увеличила в масштабе, чтобы посмотреть, а из чего возникал этот вот рисунок, вот образ этого старика. Очень интересная у него штриховка, да? Штриховка, которую он делает кружочками. Вот тот же самый архетип, да? Вот это запятаеобразный крючочек, половина кольца и так далее. И цветочки тоже самые, такие же простые, как у Дзенобазара, такие же простые. Это не хризантемы какие-нибудь, да, не пионы, а вот такие, как у нас нахон хашор, да, шиповник, вот такие лепесточки имеет, или цветущий багульник, цветущий абрикос дикий, да, миндаль. Вот такие однозначные, такие простые розетки. И вот опять же посох у него. Посмотрите, какой посох, да? Конфигурация опять та же самая. Вот это рог животного. Ну, понятно, солнце, что это круг просто. Но важно, что вот каждый элемент его, каждый его штрих, это, собственно говоря, ну вот такой вот, да? Вот такая запятаеобразная деталька, из которых все возникает. При этом, ну и сама фигура, вот если вы приложите вот эту график Фибоначчи, его можно и так, и так, и так, и сяк прикладывать, и окажется, что он везде вписывается. Вот снайпер-бурят на Западном фронте для сегодняшнего дня тоже у нас актуально, хотя это 42-й год под Курском. Посмотрите, тоже штриховка. Вот он смешную такую штриховку делает. Ну почему не зачертить вот такими прямыми линиями, да? Или какими-то другими? Нет, у него все почему-то вот такими кружочками. Заштриховано абсолютно все. И все вот такие какие-то вещи, какие-то детали на его полотне, на листе бумаги, они тоже возникают именно из этого вот форманта, из этой вот спиралеобразной линии. Если мы посмотрим вот фигуру, скажем, того бойца, который сидит, и тоже приложите вот эту спираль, она будет у него вписываться и в форму головы, и в форму фигуры,
и вот, как сказать-то, в положении рук, ног, да, и даже вот этот мужик, который смотрит в бинокль, он тоже вписывается в этот же архетип. Если мы посмотрим, вот как в дереве работают современные наши мастера, в данном случае Цыжипов и Батуев, это, я думаю, эти троны вам всем знакомы, они хранятся в Сампиловском музее на постоянной экспозиции. Присмотритесь внимательно, из чего составлен рисунок, из чего составлен узор. Все тот же самый запятаеобразный завиточек, который соответствует графику золотого сечения. Не прекрасно ли? Нагрудное женское украшение, да? Серебро. Опять же, чем украшают? Очень простыми вот такими простыми розеточками, да, цветочными. Это тоже цветочек очень знакомый нам. Ну вот, еще раз вернемся к этому ковру, потому что этот ковер, ну, прямо можно сказать, философская летопись жизни. Итак, мы видим вот эти вот завиточки, да? Мы много раз к ним возвращались. Вначале они имеют график ускорения, но в завершении график статичности, ну, статичного такого равномерного движения. Это то, что творится в океане жизни. Вот это развитие, затухание, равномерное движение. И эта единая картина, она такая генеральная, она универсальная, она свойственна растениям, она свойственна животным, она свойственна любому обрезу, который существует в природе. Она свойственна вот расположению звезд, да? даже в эти графики. Даже ракушка, она имеет эту форму. Подсолнечник, его расположение семян, оно имеет ту же самую структуру, вот, которая соответствует теории, обнаруженной итальянским математиком Фибоначчи, и вот эта золотая спираль или закон золотого сечения стал известен и был сформулирован. Но вот мастера древности, они несли этот код закона жизни, закона бытия, они несли этот код в себе. И они его повторяли снова и снова. Потому что происходит, что бы ни происходило в океане жизни, вот, продолжается борьба единства противоречий, да? Спасается тот, кто самый быстрый, если он травоядный, побеждает тот, кто сильнее, тот, кто мощнее, зубастее и так далее. А между ними древо жизни продолжает расти. Вот, кстати, это древо жизни из хунусского ковра в Нарьянула. Ну, вот, собственно, то, что я пропустила немножко, вот у меня просто этот рисунок попал раньше. Хотела вам показать, что вот такое восприятие жизни, восприятие и традиция изображения, оказывается, она свойственна не только монгольскому миру. Хотя вполне возможно, что тибетцы заимствовали вот это понимание. Но поскольку все-таки законы жизни, законы природы, они работают на всех территориях, во всей Вселенной на Земле совершенно одинаково, то, ну, во всяком случае, для аналогии я вам хочу показать вот эту танка. Эта танка невероятно длинная, 617 метров в длину. И
вот Аюна Даржигушаева сегодня пришла, она очень хорошо знает, потому что она нас возила в этот музей. Музей, можно сказать, практически специально для этого приспособлен для демонстрации вот этой танка, которая вот идет вот так, бесконечной такой загогулиной. Исполнена она, по-моему, в течение 17 лет, там что-то 300 мастеров, что ли, работали над созданием вот этой панорамной картины истории Тибета. И вот я вам показываю просто детали, да, детали, а само полотно, оно тянется где-то 1,5 метра, по-моему, высотой. Оно бесконечно тянется, ну, в той же самой характерной манере, которую мы видели, вот панорамные сцены, да, панорамные сцены монгольской, допустим, у Марзанширава, вот это вот один день Монголии, скажем. И точно так же и все исторические персонажи, все божества. Конечно, что это вот танка, поскольку это буддийское искусство, оно в основном сопровождается такими буддийскими мотивами, но тем не менее это историческое такое эпическое полотно истории всего Тибета. Там все цари изображены, все ученые изображены, все события основные, которые происходили вот на протяжении 1,5 тысячелетий тибетской истории. Ну, то есть вот такое видение, видимо, такое понимание жизни, да, этого бесконечного полотна, состоящего из животворящей вот такой спирали жизни. Этот график иногда, по-моему, Гёте назвал вот этот график это графиком жизни, ну, потому что это универсальный график. И еще именно об этом формате, да, который формирует вот монгол-зурак и бурят-зурак, как оказалось, если над ним не давлеют какие-то чужеродные миропонимания, из чего вообще состоит мир, из чего состоит молекула, которая составляет нас, вас, вообще животных и так далее. Это понимание, опять же, красоты, то есть эстетическое восприятие, оно совершенно не свойственно, например, великому соседу Китаю. Потому что там другой стандарт красоты. Там любуются, знаете, красотой чего? Стойкости, тонкости бамбука, плотностью вот поросли бамбука, да? Прочностью его, вот этой стойкостью к жизненным, когда он остается совершенно прямым, несмотря ни на какие там условия. И поэтому китайская живопись, она кистью, и это удар вот такой вот, который повторяет как бы одно звено бамбука. Вот. Это понимание того, что красиво. Вот. Ну, поэтому вот можно гордиться тем, что восприятие кочевника было настолько глубоким, настолько универсальным, что они понимали вот первооснову жизни. Первооснову жизни, да. Что это закон природы, закон жизни, который работает на всех уровнях, во всех обществах, во всех флоре, фауне и так далее, в материальном мире и в духовном мире, вероятно, тоже так же происходит, потому что это сначала идет из точки, да, с ускорением и равномерным движением, либо идет на развитие, потом идет на затухание и опять возвращается в точку. Извините, пожалуйста. Спасибо большое лектору.
Я думаю, что сейчас вы еще в силах ответить на несколько вопросов. Да, если у кого-то есть вопросы, я могу подойти с микрофоном, вы его озвучите, и с микрофоном уже я к вам вернусь на ответ. Ну, кто? Забыла сказать самое главное. Нет, я же сказала, да. Я же вас поблагодарила уже. Да, вот есть водичка, если что. Вот, я передаю микрофон на первый вопрос. Сурунханда, вопрос простой. Вот то, что вы говорили, вот эту картинку большого 6-метрового огромного полотна, который в Тибете, какие там, время, когда это было сделано? Это работа современных мастеров, они закончили это вот буквально несколько лет назад и выставили. Но оформили ее исключительно как танка. Да, вероятно, это государственный заказ, над которым работало огромное количество мастеров. Потому что если бы один человек это делал, ему бы непрерывной работы потребовалось 500 лет. Так, еще вопросы? А можно в итоге коротко сказать, есть ли отличие монгол-зорок от бурят-зорок? Вот очень сложный вопрос, понимаете? Получается так, что мы взяли исконных таких мастеров, у которых не было школы. Монгольские мастера, которые выучились у нас в академиях, там в Репинке, Мухинке и так далее, они тоже стали метисами, но при этом они не потеряли в этот код. Наверное, потому что у них есть вот это собственное государство и немного иное понимание идентичности, да? Идентичности, потому что вот этот парень Пуров-Сурен, так-то он имеет академическое образование, это видно по его работам вот в современном арте, да? Это видно, что у него поставленная рука, но и видно также вот по манере изображения, когда я вам показывала детали, там люди совершенно мастерские. Но к этому надо добавить, что вот эта традиция, она зародилась еще в 13-14 веке во время правления Хубилай-хана, когда создавались вот такие монументальные полотна. Но это была школа, видимо, все-таки такая смесь с китайскими технологиями. Но там не было давления вот это китайской эстетики. Вот. Что тема была природа, вот живость движений. Очень важно, что для кочевника передача движения, вот эта мобильность, да, экспрессия в изображении, оказывается, вот она хранится вот в этой закорючке. И сказать, что монгольское восприятие как сильно отличается от бурятского, очень сложно, потому что вот у нас понимание образования уже метисное, да, метисное. И чем дальше мы отходим вот, по времени от тех корней, тем больше мы впитываем вот этого глобального понимания, да, вот таких массовых экспансий вот, западной культуры, европейской, американская культура, она же практически вот всех сравняла. То есть это такой каток, который вот, понимание красоты, да, эстетическое зерно, он вот раскатал в полиэтилен, можно сказать. И насколько это сохранится? Будет это актуально для молодых, для нового поколения? Ну, это решать тем, кто будет жить, тем, кто будет создавать. Насколько хотят отличаться буряты от монголов, но вот
получается, что вот это ядро, вот этот код, он единый. Это свойственный центрально-азиатскому кочевнику. Ну что ж, это прямо уже действительно повод для большой дискуссии, но она у нас вневременная, она длится уже в течение всего цикла. Вот, и я позволю себе небольшой комментарий. Мне кажется, что бурят-зурак и монгол-зурак, возможно, он отличается соотношением элементов, составляющих. Вот, ну, моя гипотеза, во всяком случае, заключается в том, что бурят-зурак состоит из 3 корней. Одно — это нативное искусство, во многом отсылающее к искусству шаманских ангонов или просто природных форм, которые мы можем увидеть в творчестве Царинамжила Ачирова. Второй важный элемент — это буддийская школа. И здесь я абсолютно согласен с лектором, который говорит, что это целая большая школа, которая тоже в какой-то степени влияет на, ну, во-первых, на систему ценностей, на отражение системы ценностей, во-вторых, на стиль. Ну и третий, конечно, безусловно, очень важный элемент, который мы должны в себе видеть и учитывать, это элемент европейской модернизации через русскую призму. И это все элементы, через которые проходит та самая интернационализация сегодняшнего дня. Но, возможно, здесь нет ничего трагичного, ну, на мой взгляд, потому что именно на стыке разных элементов возникает та самая маргинальность не в смысле плохого чего-то, а маргинальность в смысле боковых значений. И это самые интересные места, где рождаются, наверное, самые крутые результаты. Но я не буду злоупотреблять. Следующий вопрос. Спасибо большое за лекцию. Вы упомянули про то, что, возможно, даже тибетцы, да, тибетское искусство вдохновлялось монгольским. И это очень интересный момент, который немножко так перевернул, мне кажется, мое мировоззрение, потому что я всегда почему-то думала, что бурят-монгол-зурак, он был больше вдохновлен тибетским, да, искусством с приходом тибетского буддизма. И вот вы говорите, что, возможно, было даже наоборот. А можно как-то поподробнее вот этот момент? Ну, здесь я могу сказать об исторических реалиях, о том, насколько сильно вот монголы в свое время повлияли на Тибет, на буддизм в Тибете, начиная, ну, в период юаньской эпохи, когда вот это была монгольская империя, это влияние не сильно было заметно, потому что монголы в этот период очень интенсивно учились. Они брали у всех. В основном, значит, пришла буддийская школа из Непала, неварские мастера. Конечно, были китайские мастера, потому что это центр управления находился в Пекине. Но когда вот уже практически рассыпалось это государство, огромная империя, уже в 17 веке, да, в 17 веке, это как раз приходится на период жизни Дзанабазара, немножко до него и после него, когда вот эти вот враждующие все кланы монгольские и тибетские, там вы тоже не представляете, какая страшная война была между разными течениями, между разными правящими кланами, как, ну, знаете, власть такая вещь, которой все мечтают обладать. И в этой битве именно монголы помогли Далай-ламе и школе Гелугпа стать доминантой, которая обрела вот такие формы на сегодня. Потому что монголы дали свои войска и свою поддержку. Вот Гуши-хан пришел в Тибет, и он, значит, своими воинственными действиями, значит, закрыл рты всем остальным, потому что он поддерживал Далай-ламу. Далай-лама V, невероятно прозорливый политик,
Это не зря его называют Великим Пятым. Он был очень человеком ученым, дальновидным, и вот в политике тоже очень хорошо соображал. Вот это поддержка монгольских войск. И позднее айраты очень сильно поддерживали тибетцев. Ну, потому что это западно-монгольские были ханы. Так что влияние монголов на Тибет, оно ощущается только когда знаешь какие-то реалии и можешь вычленить, да? И в искусстве тоже, потому что именно в этот период, вот в правлении Далай-ламы, 4-го Панчин-ламы, вот там происходит такой взрыв. Это Далай-лама начинает строить Паталу. Паталы до него не было. Ну, то есть там был старый какой-то дворец небольшой на горе Марбари, но именно он создал вот этот бастион целый, да? Бастион из 999 или скольки там комнат немеренных. И там очень много работало разных этнических мастеров, этнического происхождения, в том числе и монголы. Вот у меня большое подозрение, что Далай-лама, даже будучи Дзанабазар, будучи ребенком, но просто фантастически талантливым, в Ташил-Хумпо, он уже успел внести свой вклад в иконопись, в литье, потому что вот это очень хорошо видно там на деталях. Именно это, я думаю, позволило Панчин-ламе сказать этому юноше через 2-3 года уже «Хуре боло гыртеява». И там, создавая свою школу, создавая образовательную систему, должны были быть основания, да? Должны были быть основания. Почему? Вот он сказал, тебе достаточно учиться, больше тебе не нужно. И, ну вот это, конечно, только уровня Ринпоче могут. Я вот все о влиянии монголов. Да? Там было очень много мастеров монгольского происхождения. Даже когда вот ездил Барадин, он пишет, что в Лавране лучшими мастерами считаются монголы, вот иконописцы. Вот у него это есть, потому что все стараются у них заказывать. Другой вопрос, что имена-то у всех вот, тибетские, и этническая принадлежность, она же не имеет значения в буддизме. Поэтому кто там был, монгол, не монгол, хоть тибетец, хоть русский, хоть француз, он получал имя посвящения, там, Цидиндамба какой-нибудь, и все. И он становился частицей вот, тибетской цивилизации, тибетского образования. Это мало исследованный вопрос. А особенно на визуальном материале вот такие вещи можно. Ну что ж, и со своей стороны добавлю, что сам термин Далай-лама имеет монгольское происхождение. Да, это раз. А во-вторых, вы обязательно посмотрите имя Цогтайджи. Это такой предок наших кяхтинских монголов. Если бы в свое время победил Цогтайджи, который поддерживал школу Кармапы, то мы бы сегодня знали не Далай-ламу, а Панчин-ламу, да? Ой, да, Кармапу. Да, оговорился. Вот, ну что ж, вопрос о взаимовлиянии тибетской и монгольской цивилизации, он требует отдельной лекции, а сейчас мы переходим к другому вопросу. Здравствуйте. Очень рада вас видеть, Суренханда. Во-первых, большое спасибо за такую вообще потрясающую информативную лекцию, потому что создать такой контент и структуру — это уже очень большое дело. И тут, я смотрю, аудитория молодая, вам просто повезло, что вы имеете счастье присутствовать на этой лекции. Кроме этого, я хочу вообще вас всех призвать. Существует вообще замечательный канал в Телеграм, который называется «Арт Будда», который ведет Суренханда Шинимаевна. Пожалуйста, я вас прошу, все присоединитесь, потому что мало того, что он информативный, он образовательный, и вообще прикоснуться к такому уровню эрудиции и
такой прямо тщательной работе по подборке материала. Это просто, я не знаю, дорогого стоит. Наверное, аналогов, я бы сказала, в мире, наверное, не существует. Потому что я подписана на несколько каналов там. И «Сохраним Тибет» и так далее. Но все равно именно такая ориентация на буддийское искусство. Так, и теперь вопрос мой. Меня всегда, меня саму вот волнует вопрос такой. Когда я смотрю разные выставки, например, в Гонконге и так далее, значит, сейчас интернет, пожалуйста, не обязательно путешествовать, можно и так посмотреть. Значит, я замечаю, что многие художники молодые, причем тибетские художники, имена у них тибетские, по антропологически видно, что они тибетцы, они в современных галереях выставляют такие работы, в которых есть изображение Будды, но при этом такая как бы своя интерпретация в современном искусстве. Я, конечно, понимаю, вот сегодня мы смотрели работу замечательного молодого художника, да, тоже, но он же не изображает Будду. А в сегодняшней лекции еще раз прозвучало, что это очень жесткие существуют каноны, которые нельзя переступать. И вот только один гений, как Дзанабазар, ему удалось внести свой стиль, при этом не нарушая канонов. Поэтому у меня вопрос, а как вообще такое возможно? Вообще, что это такое происходит? И как к этому относиться? Мыдык Мамедяновна, спасибо большое за очень лестный отзыв. Я думаю, что это закон, как сказать-то, уровень личного отношения. Если для него изображение Будды не является сакральным, и закон вот, канона, да, не является тем законом, которому он подчиняется, я так понимаю, что это вопрос личного решения и личной ответственности. Вот. И личной ответственности, да, он в любом случае ответственность лежит на самом авторе. И тут как бы, да. Да, Александр. Да, Саша. Вы понимаете, есть такое, как в буддийской традиции есть принятие обетов или непринятие. Вот. И принятие обетов, оно дает не только право, оно дает обязанности, ответственность, да, совершенно четкую ответственность. Непринятие, как сказать, если ты не принял обеты Гэлонга, то, и можно не соблюдать безбрачие. Вот. Именно поэтому у нас священнослужители не принимают обеты Гэлонга и живут себе в семейных условиях. Еще, да. Я надеюсь, это был получен ответ на ваш вопрос, да? Вот следующий вопрос. Я думаю, что еще 2 вопроса, наверное, да, и максимум 3, и мы будем заканчивать автограф-сессии, и у вас будет затем прекрасная возможность приобрести книгу «Код Дзанабазара». Вчера кто-то еще не успел взять. Вот. Вопрос был, Артем. Здравствуйте, спасибо за лекцию. И у меня такой вопрос морфологический. То есть вот вы говорили о том, меня вот на этот вопрос навел, когда вы сказали про китайское вдохновение бамбуком. То есть получается, что это такой эволюционный процесс, когда долгое время какой-то народ наблюдает определенную природную красоту, а потом повторяет ее в графическом исполнении. И я не мог не заметить, допустим, что монгол Бичик, да, вот такой вот витиеватый, и скорее он тоже похож, то есть он имеет округлые формы, а вот иероглифы китайские, да, они такие. С учетом того, что рисуют не все, а какое-то ограниченное количество людей, а письменность, она как бы доступна всем, вы пробовали делать подобные сопоставления письменности и вот этих вот природных наблюдений
только не между китайцами и монголами, может, еще каких-то народов, у которых есть иероглифы. Спасибо большое. Вы подсказали очень хорошую идею. Действительно, в этом что-то есть. Но дело в том, что письменность, она все-таки имеет функционально другие задачи. Да? Это вербальная передача вербальными средствами. То есть это слово, да? Слово, речь, не визуально. Ну, конечно, да, конечно, если это декоративное письмо, скажем, каллиграфия, конечно, это обязательно присутствует, это понимание красоты в той культуре, в которой это сформировалось, конечно, да. Ну, прекрасное наблюдение с вашей стороны. Спасибо. Так, ну вот еще вопрос. Здравствуйте, спасибо вам. Я тут слушаю, В общем, у меня простой вопрос. Там в конце была изображена ладонь. Я не до конца понял, что там было изображено. И так подумал, в конце, наверное, это какая-то точка, что-то такое, какой-то вывод, ну что-то интересное. Расскажите, пожалуйста. Спасибо большое. У меня просто такая привычка сформировалась. Это жест даяние блага. Это жест варада мудра, так называемое. И ну, это дарование знаний. А на ладони, поскольку это фрагмент от скульптуры Дзенобазара, белая тара Дзенобазара, которая в Улан-Баторе, вот в этом центральном у них музее изобразительных искусств хранится, то вот опять же это к слову о том, насколько строг был Дзенобазар к своим произведениям. Это знак состояния Будды. Вот есть 32 признака Будды и есть 80 признаков Будды. Так вот, вот такой знак колеса учения, он обязательно присутствует на ладони просветленного существа. Это был прекрасный вопрос для окончания сегодняшней дискуссии и перехода к автограф-сессии. Поэтому еще раз от себя лично, от всех присутствующих и от всей нашей команды я благодарю вас, Сурмхандар Дашнимайн, что вы нашли возможность и время приехать к нам в не самый туристический сезон, но в свой родной город и рассказать нам что-то новое. И Зрителю, который прекрасная аудитория собралась. Спасибо вам огромное, что вас интересует вот этот такой коренной вопрос вашей культуры. Нашей культуры. Да. И я немножко отстраняюсь, как всегда. Исследовательская позиция. Да. Ну что ж, спасибо всем большое. Поэтому предлагаем перейти к автограф-сессии. Мы сейчас включим музыку, можно не торопиться, смотреть выставку и так далее, разговаривать с лектором, если вы еще в силах. Все, спасибо.